озвучена на русском языке с помощью искусственного интеллекта. Как вам пришла идея OneFit и расскажите историю ее происхождения? Мы решили, Том, давайте сделаем компанию. Но ведь вы не походите на классический голодный стартап. Когда мы приходили в зал и пытались объяснить идею OneFit, они не понимали вначале. Мы не вмешиваемся в его работу. Он босс, он знает лучше нас. Как вы принимаете единое решение в пятеро? У нас есть такой принцип. Мы не встанем со стола, если все не придут к единому согласию. Они дали нам оценку в 10 миллионов. В скольких странах сейчас есть OneFit? Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Как идет работа в Мексике, Малайзии? Это самый удачный запуск. Привет, друзья! Сегодня с вами снова подкаст «Инвестдала». В этом подкасте мы продолжим раскрывать истории о казахстанских стартапах, IT и казахстанских фаундерах в легкой форме на казахском языке. Дата выхода сегодняшнего подкаста близка к Новому году. Поэтому с наступающим Новым годом, пусть грядущий год будет успешным, пусть все мы и год за годом добьемся поставленных целей, и основная идея этого подкаста — это популяризация IT или пути развития в Казахстане. И наши гости сегодня основатели стартапа OneFit. Двое из 5 новых основателей — Миир Адильжанов и Аскар Акшабаев. Спасибо, что пришли сегодня. Такова наша общая идея. Я думаю, что в самом начале вы можете рассказать свои истории. Добро пожаловать. Спасибо. Меня зовут Аскар. Откуда нам лучше начать? Давайте я буду вас вести. В первую очередь, откуда вы родом и где вы учились? Хорошо, я родился в Шымкенте, но когда мне было 6 лет, я переехал в Талдыкарган и вырос там. До поступления в университет я жил в Талдыкаргане. В 2004 году поступил в КБТУ, в 2008 году окончил бакалавриат КБТУ, в 2009 году магистратуру, в 2012 году докторантуру. С тех пор, начиная с 2007 года, я преподавал в КБТУ, и параллельно мы с Мииром занимались аутсорс-компанией. С 2007 по 2022 я преподавал в КБТУ. Был профессором факультета информационных технологий. Если я помню, в те годы в КБТУ был Фуад Бей. Фуад Бей пришел в начале 2007 года. Мы на 3-м курсе преподавали первокурсникам. Преподавание началось с тех пор и длилось до 2022 года. С 2022 года у меня не было времени из-за OneFit, и я взял небольшую паузу. Здорово. Я думаю, что у Фуад Бея было большое влияние в Казахстане. Ученики и вклад в сферу IT. Я не знал, честно говоря. Отлично. А какая была ваша история? Спасибо, Адильбек. Очень рады, что вас пригласили. Меня зовут Миир, я родился в городе Семей. Я вырос в Аксуате. Некоторое время я учился в разных местах. Также учился в Алматы. Но дольше всего в Южно-Казахстанской области. Я заканчивал там школу в Тюлькубасском районе. Затем в 2005 году я поступил в КБТУ. При поступлении в КБТУ мы познакомились с Аскаром. В универе был кружок, где мы готовились к олимпиаде по программированию. Там мы все познакомились и подружились. Впервые в 2009 году начали наш первый стартап вместе с группой парней. С тех пор были времена, где я тоже преподавал в КБТУ. Но основная цель у нас с Аскаром с 2009 года была создать стартап. Одним из удачных как раз оказался OneFit. Из этого выходит одна хорошая тема. Сейчас, в 2024 достаточно легко начать стартап, там есть и свои сложности, но в плане информации, в общем, есть какой-то понятный путь. Например, пойдешь, зарегистрируешься в Астана Хабе, пройдешь в одном инкубаторе, а там есть и венчурные фонды. Есть какой-то видимый путь, ресурсы. Конечно, у него есть проблемы, но в 2009 году вы хотели открыть стартап, тогда это было даже не стартапом, а бизнесом. Какая была атмосфера запуска чего-то в сфере IT в те годы? Как правильнее сказать? Если провести аналогию, возьмем, к примеру, Фээнк, Facebook, Google. Устроиться туда на работу в то время было чем-то сложным. Например, мы знаем ребят, которые первыми туда устроились. Они проложили новую тропу для всех нас. Давали советы вроде: так ты готовишься, так отвечаешь на такие вопросы, делаешь столько задач и можешь устроиться на работу. Точно так же создание IT-стартапа в то время было очень трудным путем, который никто не пробовал. Все парни из КБТУ в то время сами хотели что-то сделать, были полны энтузиазма,
Но мы все программисты, сами по себе интроверты. У нас нет привычки много говорить, что-то продавать. Нас тогда было 10-12 парней, которые решили вместе начать бизнес, но наш недостаток заключался в том, что все были интровертами. Мы делали на тот момент технически крутые вещи, сделали аналог YouTube, свой Gmail на тот момент, но мы не могли продать ничего из этого. Сделать сделали, а когда дело касалось переговоров, мы не могли правильно донести свою позицию, и из-за этого возникали трудности. Не считаете ли вы, что это проблема Центральной Азии в целом? Отсутствие навыка продавать. В США, насколько мне известно, даже самое маленькое решение стараются упаковать и продать. А в Казахстане, например, было множество прорывных решений, которые в свое время могли бы достичь успеха, но этого не произошло, потому что их не продавали или не знали, как это сделать. В целом, это одна из проблем того времени, которая остается актуальной и сейчас. Нет, в то время, вероятно, были люди, которые умели продавать. У нас же все были технари, интроверты, и не было человека, который мог бы пойти и продать. Многие из нашей команды на тот момент уже работали в Facebook, Google, Microsoft, Amazon, но у нас не было человека, который мог бы заниматься продажами. Одна из наших компаний тогда участвовала в конкурсе, который только появился в начале стартап-движения. Приз за первое место составлял $50 000. Мы тогда создали интерактивную доску без самой доски. Это была разработка с математической базой и сильной командой, благодаря которой мы сделали решение, работающее с помощью инфракрасных лучей. На тот момент во всех школах уже стояли интерактивные доски стоимостью около 1 миллиона тенге, а мы смогли снизить цену до 50 тысяч тенге. Но возникли две основные проблемы. Первая, все тендеры уже прошли, и новые школы оборудовали другие доски. Вторая, у нас не было выхода к образовательным учреждениям. Как к Министерству образования. Да, вы же не знаете, в какую дверь войти. Тогда это был действительно сильный проект. Мы выиграли $50 000 и работали почти год, но он так и не продвинулся дальше из-за отсутствия опыта. То есть вы понизили цену в 20 раз. Мы понизили цену, применив инновационный метод. Могу привести еще один пример, чтобы дополнить. Например, когда мы хотим получить заказ, мы просто подсчитываем его себестоимость. Скажем, на выполнение задачи уходит определенное количество часов, значит, это стоит $20 000. Но нужен человек, который сможет продать этот же проект за $100 000. Например, если смотреть с точки зрения клиента. К тебе приходят 3 молодых ребят, которые предлагают сделать решение за $20 000 за 3 недели. Затем ты идешь в крупную компанию, и там говорят, что сделают то же самое за $200 000 за 1-2 месяца. У клиента возникает мысль. Эти ребята предлагают слишком низкую цену, значит, качество под вопросом. Лучше я заплачу 200 тысяч. Это, кажется, парадокс. Та же ситуация бывает в жизни. Допустим, ты ищешь 100. Есть мастер по имени Талгат, который берет за работу 50 тысяч тенге, а есть другой сервис с пакетом услуг за 500 тысяч тенге и 6-месячной гарантией. Почему-то выбираем второй вариант. У меня была похожая ситуация, когда мы с одноклассниками в Кызылорде разрабатывали IT-решения. Тогда мы не были крутыми айтишниками, но сделали простую версию Тикетона, что-то вроде телеграм-бота. Это была система, где можно оставить заявку, и билет резервируется. Мы пришли с этим решением в Акимат и спросили: зачем вы тратите такие большие деньги на разработку? Вот наше решение, пользуйтесь. На вопрос, сколько это стоит, мы растерялись, ведь не знали цены. Сказали: 300 тысяч тенге. Они посмотрели на нас и сказали: вы шутите? Мы за 10 миллионов такое заказываем, уходите. Такие проблемы случались. Вы говорите, что в 2009 году попасть в Skyeng было сложно. Тогда не было проторенного пути. Например, попасть в Google — это была большая цель. Если ты закончил КБТУ, ты хороший айтишник, математик, олимпиадник, твоя цель — получить работу в Skyeng. Сейчас это уже не так. Работать в Skyeng больше не главная цель. Сегодня многие хотят открыть стартап и привлечь первые инвестиции. Цель — экзит. Даже просто открыть стартап уже недостаточно. Следующий этап — создание международной компании. Выход на мировой рынок, продажа продукции за пределами Казахстана — это естественный процесс, который, я думаю, Казахстан сейчас переживает. Я не айтишник, но у айтишников есть такая тема.
Думаю, в КБТУ так бывает. Старшие поколения делятся опытом с молодежью, дают советы по поступлению на работу. Если один человек, зайдя в 100 дверей, находит 2, которые ведут к результату, он подскажет остальным, какие 98 дверей ведут не туда. Точно так же вы проходите подобный путь. Можем перейти к OneFit. Вы открыли одну компанию в 2009 году, а затем работали на рынке Казахстана. Мы, конечно, начиная с 2009 года постоянно что-то делали, какие-то стартапы. Например, в 2012 году мы работали в стартапе Salam World, но туда нас пригласили работать на нас же. Salam World был социальной сетью для мусульман. Их головной офис находился в Турции, и они функционировали в 8 государствах, но именно в Казахстане располагался центр разработки. Но там тоже не пошло, проект закрылся. А потом в 2013 году мы сделали стартап и ОИКЗ. Мы сами готовились к Олимпиаде и готовили школьников к Олимпиадам с 2004 года. Готовили их к международной Олимпиаде вместе с Миром и Нуржаном Бакибаевым. Мы написали онлайн-платформу, которая автоматически проверяла задачи, но снова же рынок не был готов. Не было механизмов для покупки новых решений. Тогда еще не существовало Каспи. Это было время, когда Coursera и Udemy только открывались и развивались в США, но для Казахстана это было еще слишком рано. Мы сделали действительно сильную систему. Стартап, который не нашел своего тайминга. В общем, спасибо за ваши истории. Я вижу здесь историю молодых ребят, которые, будучи студентами, преследуют мечту, начиная со стартапа или компании. Если не получилось, пробуют еще раз. В итоге собирали экспертизу из года в год. Теперь мой следующий вопрос. Как пришла к вам идея OneFit, и расскажите историю ее происхождения. Для начала важно рассказать, как мы познакомились. С 2005 по 2009 год мы знакомы с Меиром, вместе работаем, открывая аутсорс-компанию. В 2014 году Мурат приходит к нам заказчиком. Мы же аутсорс-компания, он приходит заказчиком и приходит с одним проектом. Этот проект мы начинаем делать с Меиром. Его где-то полгода делаем, а потом еще один проект делаем и становимся хорошими друзьями. В 2017 году решаем вместе открыть компанию и работать совместно. И в том же 2017 году мы основали компанию Codebusters. Тогда в то время мы познакомились с Миреем или немного раньше. Мы познакомились пораньше. А потом парень Абзал, который тоже окончил КБТУ, закончил в 2016 году, был моим студентом, мы взяли его на работу в Codebusters. С 2017 по 2018 год мы делаем аутсорс-проекты, много проектов на заказ, работаем с банками. И в 2018 один крупный проект останавливает финансирование и останавливает наш проект. На тот момент у нас без дела остались около 20 программистов, и что мы же решаем сделать? Уже в 2017 году мы сами договорились, что создадим один проект помимо аутсорс-компании. И в апреле 2018 года мы начали. В апреле мы придумали, какой проект будем делать. Идея OneFit была Мурата. Я посмотрел на мировом рынке. Есть ClassPass, есть на российском рынке. Ему очень понравилась идея. И мы решили, что попробуем сделать это. И в мае мы начали разработку. Мы тогда снимали коттедж, и на втором этаже поместили 6 человек из общей команды. И сделали отдельную комнату для людей с OneFit, где они бы не занимались ничем другим, кроме проекта, сидя на втором этаже и занимаясь разработкой. И, в принципе, за первый месяц мы закончили первую версию MVP, и 8 июля был день запуска. Мы и до этого, в принципе, закончили, но потратили некоторое время на пользовательские исследования. Меир проводил UX/UI интервью. Мы все выходили на улицу, спрашивали в кафе, как вам проект. Вы бы пользовались им, сколько бы заплатили. Мы провели много исследований, а потом при создании первой версии у нас было где-то 5-6 залов, или на тот момент уже 15. Подключение этих залов было одной из самых трудных задач. Все относились к нам как к мошенникам, так как подобных решений не было на рынке. Но каким-то образом мы добавили 15 залов, и я подключил своих студентов КБТУ из одного чата с ними. Был у меня свой чат со студентами, там то ли 100, то ли 500 человек было. Около 100 человек. Около 100 людям дали бесплатный абонемент на бета-тест. Пусть учатся, в залах учатся, и если есть какие-то ошибки, чтобы мы их исправляли. Так, в 2018 году, 8 июля, был основной запуск. Первый платеж прошел, и с тех пор мы работаем.
Есть пару моментов, которые хочу добавить. При знакомстве с Муратом в 2014 году мы с Оскаром увидели контраст. Мы оба интроверты. Можем сделать проект с технической стороны, но продавать не умеем. Мурат на нашем фоне классно продавал. И в 2017 году, когда мы решили вместе создать компанию, у нас с Оскаром не было вопросов, потому что мы поняли, что Мурат закрывает наш большой пробел. У нас была идея, что если мы возьмем техническую сторону, а Мурат возьмет на себя коммерческую сторону, то получится что-то удачное. В 2017 году мы основали компанию Codebusters и начали работу. Второй момент, когда большой проект потерял финансирование и остановился, мы стали голодными. Многие говорят, ведь тот же Стив Джобс: оставайтесь голодными, ведь именно этот голод тебя толкает. Ты начинаешь генерировать какие-то идеи, ведь у тебя нет денег. Нужно что-то делать. Это тоже стало поводом быстро генерировать новые идеи, их тестировать. До OneFit был один интересный проект, аналог приложения GetContacts. Позже мы дали ему название Путин. В то время у нас было около 200 миллионов скачиваний. Это был один из самых крупных по загруженности проектов, но по моральным соображениям мы подумали, что неправильно наживаться на таком стартапе, и закрыли его. Были такие интересные времена. Интересно, что вы начали OneFit как один проект от имени Codebusters, верно? Да, можно сказать, что это было как пэт-проект. Да, такой свой pet project. Но помимо него у вас было 2-3 проекта? Да, так как это был аутсорс, у нас было больше 20 человек, 20-25 человек. 6 из них работали отдельно над OneFit. Но вы не совсем были классическим голодным стартапом, если у вас был отдельно аутсорс. Нет, когда у нас остановился новый проект, который должен был кормить нас 8 месяцев, нам было очень сложно. Мы брали кредиты, чтобы выплачивать зарплаты. В то время не было проектов. Это были тяжелые, очень трудные, голодные времена. Тогда у вас была одна идея. Мне интересен ваш подход, потому что обычно бывает так. Сидят 3 парня, они работают разработчиками в компании, но у них есть идея, и они отдельно что-то делают. У вас же была команда, как я понимаю, был офис. У вас 15-20 человек в команде. У них есть зарплаты. У вас есть аренда коттеджа с проживанием и так далее. Но в какой момент вы поняли, что идея OneFit — та самая идея, на которую надо поставить все? В 2020 В 2020 году. до 2020 года мы вкладывали все деньги, которые зарабатывали в аутсорсе, обратно в OneFit, потому что OneFit не был прибыльным. Мы разделились на 2 команды. Кто-то занимался OneFit, кто-то развивал дальше Codebusters. И все, что мы зарабатывали с Codebusters, мы вкладывали обратно в OneFit. У каждого стартапа есть свой первый этап. FFF, говорят же, друзья, семья. Наш FFF это был как раз Codebusters, потому что она тоже была нашей компанией. Мы подумали, теперь мы получаем заказы через Codebusters, закроем с этих денег все операционные расходы, а маржу, которая останется как гонорар фаундеров, вложим обратно в OneFit в качестве собственных инвестиций. В общем, можно считать это вашими личными инвестициями. Да, можно сказать, что мы вложили 200-250 тысяч долларов личных инвестиций в то время. Но очень удобно, что у вас был такой бэкап-план. У вас была команда, которая, как я понимаю, состояла из айтишников. Ваших студентов и работников. Некоторые, да, многие. Наложенный, устоявшийся процесс набора в команду. К примеру, если нужен кто-то новый, у вас есть мониторинг кандидатов. После 3-4 проектов новые заказы сами органически приходили к вам на аутсорс или на Codebusters, вы также тратили время, энергию и вкладывались, продавая новые проекты. Была одна проблема, да, вот это было связано с моральной позицией наших новых фаундеров. Мы не хотели участвовать в тендерах. Сфера IT в Казахстане тогда, насколько мы знали, на 80-90% состояла из госзаказов. Думаю, сейчас тоже. И только 10-15% приходилось на частный сектор. А если ты хочешь разбогатеть на аутсорсе, ты должен идти в государство. Но если ты идешь в гос, там будут тендеры, откаты и другие. Не хочу никого принижать, каждому свое, но я знаю, что в Астане многие квазигоскомпании, 1-2 аутсорсинговые компании, которые участвуют в тендерах. А потом смотришь на решение и думаешь, прости, конечно, но это не стоит столько, это стоит в 100 раз дешевле. У нас были свои принципы моральные. Мы не участвовали в тендерах. Не думали открывать в ЧП проекты? Мы были субподрядчиками. Мы не участвовали в прямых тендерах, но если к нам приходил заказ, когда кто-то выигрывал тендер и начинал искать, кто может выполнить работу, мы озвучивали ему нашу цену.
Что происходило дальше, нас это не касалось, мы не вмешивались. Вы с моральной точки зрения никого не хотели подкупать. Вы продолжаете делать свою работу. Здорово. Даже сейчас в OneFit, например, если приходит один большой B2B клиент, он обращается к HR и говорит, что можем сделать? Что-то вроде «давайте купим 1000-2000 абонементов». Это сейчас меняется на Западе. Придумываются обходные понятия типа комиссия, чарджинг. Да, мы сразу пресекаем такие действия. У нас есть своя позиция, и поэтому у нас не было такого масштабирования в аутсорсе. Это большой повод для гордости. Но в какой-то момент бывает так, что моральные принципы приводят к тому, что люди в конце концов остаются буквально голодными, терпят поражение или даже банкротство. В некоторых стартапах, например, когда в моменте нет коммерческих проектов, Были такие времена. насколько большую роль играют эти моральные принципы. Сложно все-таки в моменте, не так ли? Но ладно, про это узнали. Я искренне думаю, что это правильный подход, правильные жизненные принципы на всю жизнь. Они задают стандарты моральных принципов для всех начинающих стартаперов, айтишников и компаний и в целом могут привести к тому, что рынок станет чище. Даже тот, кто дает тот же откат, сам понимает, что это неправильно. Ну ладно, закрыли тему. Теперь давайте узнаем про OneFit. В 2020 году вы сказали, что поняли, что OneFit — это ваша золотая жила, ваше золото. В какой момент вы это осознали? Зачем и как вы это поняли? Увеличилось количество клиентов или что-то еще? На самом деле все было наоборот. У нас тогда была компания Codebusters и стартап OneFit, но 2020 год, как мы все знаем, был годом ковид. Да, все закрылось. Как это случилось? Я поэтому и удивляюсь. До банкротства OneFit оставался один шаг. У нас были Codebusters, и мы подумали, что у OneFit, кажется, есть будущее, как у стартапа, но ему не хватает фокуса. И в 2020 году мы решили со всеми фаундерами закрыть Codebusters. То есть решили, что если все фаундеры тогда поставят весь фокус на OneFit, Такое парадоксальное решение для того времени. Там компания не зарабатывает, а аутсорс Codebusters может приносить доход. у Codebusters тогда не было такой перспективы, а у нас появилась гипотеза, что после ковид спорт активно начнет развиваться. Но когда именно вы решили принять это решение? К концу ковид. Хотя не совсем, да. Мы приняли решение еще до того, как ситуация начала улучшаться в августе-сентябре. Я думаю, это очень смелый шаг. Мы 5 собрались и решили посвятить следующие 5 лет OneFit. Как минимум 5 лет ничего не делаем, только этим занимаемся. Как говорят, all in. Это было решение всех 5 фаундеров или все-таки большинства? Нет, всех 5. Всех 5? У нас есть такой принцип. Если все не приходит к единому согласию, мы не встаем из-за стола. У нас нет понятия голосования, где 3 проголосовали, а 2 нет. Это уже подход не просто как среди друзей, а как между инвесторами. Хорошо, как я понял, вы увидели этот потенциал и смело пошли на этот риск. Если пойдет, пойдет. Если нет, ничего страшного. В конце 2020 года, в 2021 ситуация изменилась, и люди стали больше ходить в спортзал. В ноябре-декабре 2020 года начался очень хороший рост. В сентябре или даже летом залы начали потихоньку открываться. По субботам и воскресеньям залы были закрыты, но работали остальные 5 дней. Мы тогда, помню, делали заморозку абонементов для всех на 2 дня в неделю, потому что не было разрешения работать на выходных, а остальные 5 дней залы были открыты. Мы занимались дополнительными доработками, а уже к сентябрю, после окончания ограничений, продажи пошли очень хорошо, особенно в ноябре-декабре 2020 года. А если говорить о цифрах, то сколько покупателей стало вашими клиентами в 2020 году? И в каком темпе идет рост пользователей сейчас, если брать только Казахстан, без учета других рынков? Насколько мне известно, например, в казахстанском фитнес-стартапе Heroes Journey, который входит в инвестиционный портфель нашей венчурной компании, они работают в другом сегменте. Это не marketplace. У них есть анализ казахстанской аудитории, готовой платить за спорт, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана. Я уверен, что вы делали подобный анализ рынка в Казахстане. Но мне кажется, что OneFit больше ориентирован на бюджетную или эконом-аудиторию. Также я знаю, что вы уделяете много внимания маркетингу и вирусной рекламе, которая запоминается. Как вы выстроили ваше позиционирование? Например, как вы определили, что ваша аудитория — это эконом-сегмент, и как разработали такое ценообразование?
Был ли проведен анализ рынка? Можете рассказать подробнее? По цене изначально у нас была цель продать, поэтому мы продавали очень дешево. Люди должны были узнать, что такое OneFit. А с 2021 по 2022 годов мы смогли проанализировать все данные и найти оптимальную цену, чтобы прибыль не падала. Вместе с дата-командой мы подобрали уже оптимальную цену. Можем ли пройтись по цифрам или это конфиденциально? Если можете, уточните, о каких именно цифрах речь. Например, сколько платящих годовых клиентов, сколько тысяч клиентов купили абонементы. Например, в 2020 году это было около 5000 платящих клиентов, а к 2024, я думаю, стало значительно больше. Я знаю последние цифры. Я помню, что в 2020-2021 годах рост был очень медленным, с 2500 до 5000 пользователей. Мы даже писали на доске, сколько клиентов прибавилось за день. Было 2600, потом 2700, а к концу 2023 года число активных пользователей составило примерно 60 тысяч. Это MAU, да? Monthly Active Users. Те, у кого есть абонемент на конец 2023 года, сейчас в конце 2024 это число превышает 100-105 тысяч, но это уже не только в Казахстане, это включает всех пользователей из новых 6 государств. Об этом мы еще поговорим отдельно. Давайте поговорим про Казахстан. Расти было сложно на самом деле. Сначала было 2000, потом 2500, потом 5000 пользователей к концу 2020 года, если я правильно помню. В 2021 году прибавилось еще 5000. Я бы сказал так, мы шли по пути, по которому никто не шел. Когда ты приходишь в зал и начинаешь объяснять, что такое OneFit, они сначала не понимают. Ты тратишь очень много времени и денег на объяснение. Когда ты приходишь к человеку, он спрашивает, где ваш зал? Ты отвечаешь, вот это наш зал везде. Если скачаете приложение, сможете ходить во все залы, которые видите там. На объяснение этого концепта ушло много времени. Это был наш путь, который мы прошли. Мы проделали огромную работу над бренд-маркетингом, поэтому в какой-то момент у нас были очень сильные маркетинговые и рекламные ролики. То есть Customer Acquisition Cost, поиск новых клиентов, был для вас очень дорогим в начале? Потому что одного клиента нужно было убедить, научить, объяснить механику и донести, что он тоже зарабатывает. Но сейчас наверняка в некоторые фитнес-залы клиенты приходят только через OneFit. Да, есть такие. Ведь сейчас человеку логично взять OneFit и ходить куда угодно. Люди не сидят дома, работа в одной стороне, дом в другой. Мне, например, было бы удобнее пользоваться OneFit, если мой маршрут каждый день разный. Зачем мне один зал возле дома? Хорошо, в Казахстане вы, как я понял, проделали свой собственный путь и заняли свое место на рынке. Теперь думаю, что OneFit уже top of mind. Вы же еще не охватили все фитнес-залы. К вам обращаются новые фитнес-залы, или они хотят развиваться самостоятельно? Как сказать, есть и те, кто обращаются. OneFit очень помогает только что открывшимся фитнес-залам, потому что они не тратят деньги на рекламные ролики и привлечение новых клиентов. У нас есть 100 тысяч человек, и мы просто направляем этот новый поток к ним. Многие хотят пойти в новый фитнес-зал, который только что открылся. Таким образом, они могут легко пройти свои первые шаги благодаря нам. А со временем они могут решить, что им достаточно своих клиентов и уменьшить количество людей, которые приходят через OneFit. Это для нас тоже окей. Если какой-то фитнес-зал, который не хочет тратить деньги на маркетинг, работает с вами, я примерно понимаю основную механику заработка в вашем продукте. Но, пожалуйста, расскажите подробнее, как вы делите прибыль между залами. Например, я взял за 20-30 тысяч ежемесячный абонемент на год или даже дешевле. Скажем, я взял за 15 тысяч ежемесячный абонемент и из них 10 раз ходил в один зал. Там нет лимита. Я 10 раз посетил один зал и 1 раз пошел в другой. Как деньги распределяются между ними? За каждое посещение. За каждое посещение? Мы платим залам за каждое посещение. То есть, если смотреть логически, чем меньше приходит клиент, тем вам будет прибыльнее. На самом деле нет. Если человек приходит к нам, это удержание пользователя, то есть значит он вернется. Поэтому мы пытаемся привлечь его обратно, отправляем пуш-уведомления каждую неделю, там постройте расписание на эту неделю. Если пользователь будет постоянно ходить к нам, это считается его удержанием, а значит он снова вернется к вам. Чтобы была 100% гарантия, что в следующем году он снова вернется. Если человек не пойдет, это наоборот портит нашу статистику. Он приходит один раз и не платит во второй раз. В настоящее время у нас есть достаточный процент людей, которые возвращаются. Сколько в среднем ваши пользователи ходят в спортзал? Есть ли какая-нибудь средняя цифра? По-разному. Есть люди, которые ходят 50 раз. У меня есть проблема. Каждый год в начале я беру абонемент. 3 раза в основном. Думаю, что в следующем году я изменюсь, покупаю годовой абонемент, а потом он так и остается. В среднем ходят 4-5 месяцев по 3 раза в неделю.
Если взять всех пользователей и вычислить среднюю продолжительность посещения, то получится около 4-5 месяцев с периодичностью 3 раза в неделю. У нас были периоды в истории OneFit, которые полностью меняли игру. Один из таких моментов был, когда к нам в команду присоединился директор по данным Кайрат. Этот парень — один из тех, кто создал техническую сторону Сергек. Айтбаев, Ахметов — это SEO. Когда он пришел, у нас появилась сильная команда данных, и мы тогда приняли принцип в компании OneFit принимать любое решение на основе данных. С того момента, если у кого-то появляется идея, мы ее не реализуем, пока не обоснуем ее данными и фактами. Теперь, когда у нас есть сильная команда данных, мы можем анализировать и делать все, что угодно. Что касается последних цифр, то, например, если взять пользователей с годовым абонементом, то в среднем они посещают спортзалы 46-50 раз в год. Это именно годовой абонемент. Пользователи с месячным абонементом могут посещать чаще. С 3-месячным абонементом там еще чаще. Но так как у нас в основном пользователи с годовым абонементом, они обычно посещают тренировки 46-50 раз в течение года. Но, как сказал Оскар, есть и такие пользователи, которые посещают тренировки 60 раз в месяц. Есть такие люди, которые в день по 3 раза посещают тренировки. Но мы анализируем всех, такие пользователи тоже есть. Но ваша целевая аудитория — это молодежь. Молодежь. Молодежь, которая ни к чему не привязана. Теперь вопрос, который мне интересен со вчерашнего дня, о котором я думаю. Кто отвечает за вашу рекламу, маркетинг, и как все это приходит им в голову? Те самые вирусные рекламы, типа «хочешь плавать?» Обожаю плавать. «Обожаю плавать», да. Я думаю, это сыграло большую роль в узнаваемости OneFit в Казахстане. Я говорю это не как пользователь OneFit. Я узнал о OneFit как раз благодаря той вирусной рекламе «Обожаю плавать». «Обожаю плавать». Постоянно видя эту рекламу, в голове OneFit запомнился как большая компания в Казахстане, которая есть везде. Но в чем ее стратегия и в чем была ее цель? Как это было? Здесь был еще один момент, который перевернул игру. Честно говоря, Choco Life — это одна из лучших компаний стартапов в Казахстане. Хотя у них нет сильных мировых стартапов, они подготовили очень сильных специалистов. Ребята и девушки, которые там работали, стали отличными профессионалами. Летом 2021 года мы начали укреплять маркетинговую команду, и все больше парней и девушек стали приходить из разных продуктов Choco Life, Aviata, Choco Travel и так далее. Одной из главных целей на тот момент было укрепление бренда. У нас появилось много молодых и креативных ребят. Кто-то пишет стихи, кто-то ведет стендапы. Сильные специалисты. Они устраивали мозговые штурмы. Есть определенные люди, которые отвечают за тайминг и креатив. Все начинали дополнять друг друга и придумывать разные идеи. Второе, что мы, как фаундеры, стараемся делать, это давать работникам свободу. Мы им сказали, сами знаете, что лучше сделать. Самое главное, мы не смешиваем религию и политику с нашей рекламой, а все остальное разрешено. И они сидят, придумывают разные вещи. Они, конечно, очень крутые маркетологи. Я согласен, что теперь они сильно поменяли игру, даже наблюдая со стороны. Хорошо, благодаря этим рекламам у вас были переходные периоды. Например, до 2020 года вы сами начинали с MVP. Потом в 2021 году поняли, что нужно сделать полный упор на OneFit. А после этого начался упор на данные в 2020 год. Это началось в 2022. Да, сначала был упор на маркетинг. На маркетинг. Эти геймченджер-моменты — это те самые ключевые точки, которые происходят в истории каждой компании. Даже если что-то приходит интуитивно, через итеративный подход, и даже если сразу нет результата, не существует дорожной карты успешного стартапа. Я замечаю у вас особенный подход к одной вещи — подход к принятию решений. Прийти к единому согласию — это у вас хорошо получается. На каждом этапе вы принимали правильные стратегические решения, не сворачивая со своего пути. Важно сказать другим стартапам, что невозможно создать дорожную карту с единым путем успешного стартапа. Но главный принцип — это правильное принятие решений. Ваши решения
которые вы принимаете, собираясь в пятером и приходя к одному согласию, мне кажутся уникальными. 5 человек — это много, но как вы принимаете одно совместное решение? Ведь это 5 разных мыслей, 5 разных подходов. Были ли периоды, когда кто-то не соглашался с остальными? Были споры. Но у нас каждый отвечает за свою сферу. Ну, а вот, например, те самые поворотные решения, game changers, общие решения компании, где нет сферы, связанные и с IT, и с маркетингом. Здесь были те же принципы. Да? Первый принцип, как сказал Оскар, мы в пятером садимся обсуждать какой-либо вопрос и не оставляем его, пока не придем к чему-то единому. При обсуждениях у нас так, что ни у кого внутри не должно остаться чувство, что кто-то не согласен с каким-либо решением. Не должно оставаться мысли типа Зря мы так сделали. «да, решили? Решили». Все, дальше не обсуждается. Это может быть и правильным, и неправильным решением, но оно должно быть решено там. Второй принцип у нас такой. Мы уже давно дружим с Оскаром, с 2005 года, общаемся с семьями. Но в какой-то момент мы начали обижаться друг на друга. Оскар скажет мне что-то неприятное, я скажу Оскару. И мы подумали, давай сделаем так, у нас есть 3 разных измерения общения. На работе мы коллеги. Например, Мурат, мой начальник, SEO. В этом измерении, если Мурат говорит мне что-то сделать, я должен это сделать. Второе измерение – мы акционеры. Инвесторы, акционеры – это другое измерение. Например, обсуждаем, выходим ли мы на другой рынок или нет. Это мы решаем как акционеры. Третье измерение – мы друзья. Выйдя с работы, мы уже можем с Оскаром пошутить или в гости друг к другу сходить. Это другой разговор. И если кто-то обиделся на другого, эта обида произошла в другом измерении. Когда мы пришли к этим принципам, стало легче проходить стрессовые этапы. До этого было сложно, ведь все разные. Да, конечно. Например, мы с Муратом два разных человека, и было много случаев, когда мы вообще не соглашались. Но со временем я адаптировался к нему, он адаптировался ко мне, применяя новые принципы. Да, адаптация заняла некоторое время. Мы начали работать в 2017 году, но только к концу 2020 года пришли к этим принципам. Решили, что пусть будет 3 измерения, и мы будем взаимодействовать только в них. Нет такого, что обижаетесь друг на друга со словами, мол, я тоже акционер. Нет, такого нет, такого нет. Даже сейчас, если, допустим, у нас есть начальник маркетинга, мы не будем вмешиваться в его работу. Он начальник, он знает лучше нас. Нет такого, что я акционер, давай делать так. Не мешайте друг другу работать. Да, один из принципов нашей корпоративной культуры это доверие. Но этот принцип появился не с самого начала. Например, мы в свое время решили так. Оскар, CTO, за технические вопросы отвечает он. Если он сказал, что теперь пишем на Python, а не на Java, значит, никто не должен ему возражать. Python, даже если это окажется неправильным решением. Или, например, Мурат отвечает за сбор средств. Если он говорит «делаем так», значит, делаем так, как он решил, потому что он в контексте и знает лучше. Еще пример. Если я отвечаю за операционку и должен найти бухгалтера, все, значит, надо найти бухгалтера. Мы изначально договорились, что не вмешиваемся друг в друга в работу, и это стало еще одним плюсом. Каждый начал развивать свое направление, и никто никому не мешает. Таким образом, например, если Мурат пришел к выводу, что нужно развивать команду маркетинга, мы вместе это обсуждаем, договариваемся, а дальше он сам решает, какого человека взять, у этого или того. Все. В качестве SEO, верно? Если пройтись по 5 основателям. Мурат, SEO. Вы, CTO. Вы, директор по развитию новых рынков. Кто еще есть? Есть SPO, продуктовый менеджер Абзал, Это ваш ученик из 2016 года. парень, который был студентом, окончил КБТУ. И Мирей. Мирей — это заместитель Миира. Ну, это сейчас, а в разные времена все было по-разному. Например, Мирей когда-то отвечал за обслуживание клиентов, Customer Success и за привлечение новых пользователей. Потом он взял на себя направление B2B и операционку. Теперь у нас такой принцип, как и в любом бизнесе. Если появляется сильный специалист, мы готовы передать ему ответственность. Я сам был разработчиком до 2019 года, а потом ушел в менеджмент. Если на мое место придет сильный операционист, я отдам ему свой пост. Конечно, конечно. Это ведь ваше собственное дело. Здесь я заметил, что у вас EQ развит лучше, чем IQ. Потому что в молодых компаниях часто бывает, что даже если в стартапе 3 основателя, возникают множество недопониманий.
Житейских вопросов бывает много. Почему ты едешь в командировку? Почему делаешь так? Почему у тебя такая зарплата? Многие молодые стартаперы сталкиваются с такими проблемами, особенно когда приходят первые большие деньги. Там начинаются вопросы. У кого-то нет денег, у кого-то женится брат, и ему нужны деньги. Про установленные принципы компании легче сказать, чем сделать. Но в обычных ситуациях они реагируют по-другому. У вас же все хорошо с эмоциональным интеллектом, и вы решаете споры и вопросы в соответствии с вашими принципами. Мышление должно быть таким. Если компания развивается, то и я развиваюсь. Человек может уйти с поста, но если его компания растет, он остается частью успеха. В этом плане у вас очень хороший подход. Теперь, помимо Казахстана, у вас есть и другие рынки, другие страны. Я хотел бы спросить о ситуации в Лондоне. Я немного знаю об этом, но что именно пошло не так? Почему в Лондоне произошла неудача? Это был неправильный анализ рынка или что-то другое? Причин было несколько, как это обычно бывает. Когда мы запускаем стартап и ищем Product Market Fit, в какой-то момент начинаем ставить амбициозные цели. У нас есть цель стать единорогом. Сейчас в Казахстане таких желающих много, и это нас радует. Когда мы спрашиваем разных людей, что нужно сделать, чтобы стать единорогом, они отвечают: это капитализация компании. Для ее роста вы должны выйти на определенный рынок и начать зарабатывать вот такую сумму. Наш доход в Казахстане не впечатляет иностранных инвесторов, поэтому нам дают низкий коэффициент. Совет от многих инвесторов был такой: вы должны выйти на развитый большой рынок. С этой целью мы решили, что втроем, я, Мурат и Абзал, поедем в Европу. Мы были в Польше, Германии, Англии и Португалии. Познакомились, поговорили с разными людьми. Мы поняли, что Америка это следующий шаг, но решили начать с Англии. Потому что наш МРР или ARR в Англии увеличивал бы нашу капитализацию. А с точки зрения клиента, похож ли их портрет клиента на наш? Здесь мы допустили небольшую ошибку, потому что тогда еще не обращали внимания на многие параметры, когда только начинали изучать зарубежные рынки. Мы решили, что у клиентов там похожие пользовательские привычки, но потом поняли, что их привычки отличаются от наших. Тут Оскар добавит: мы как будто начали создавать второй стартап внутри первого. Даже в той же разработке мы строили отдельную систему. Другая система оплаты. Там подписочная система. У нас больше 90% пользователей берут абонемент на год, а там на год не берут. Там предпочитают помесячную оплату. К тому же мы вышли не под брендом OneFit, а под брендом Healthy. И мы даже начали собирать отдельную команду, поэтому казалось тому, что внутри стартапа начал зарождаться отдельный стартап. Бизнес-модель тоже стала немного другой, мы начали терять фокус. Через 3 месяца, когда Мейр и команда вернулись из Лондона в Казахстан, мы провели стратегическую сессию. Расписав все наши цели, мы поняли, что Лондон сюда не вписывается. И пришли к выводу, что пока нужно приостановить работу там. А много ли денег потратили там? Потратили немного, но не так много, как могли. Если бы мы продолжали, мы бы потратили еще больше. Не потратили денег на запуск большой компании? Вот еще одна вещь, которую стоит упомянуть. На той самой стратегической сессии мы эволюционно пришли к следующему выводу. Мы всегда говорили, что у нашей компании должна быть миссия, должны быть большие цели и так далее. И эволюционно мы поняли, что нам действительно нужна большая миссия. Как и у каждой компании, у нас должна быть стратегия. Тогда мы провели большую стратегическую сессию, все расписали на бумаге, разобрали и решили, что в следующие годы будем придерживаться этой стратегии, которая была сформулирована в тот день. И вот тогда мы поняли, что Лондон не входит в нашу стратегию. Мы думали не только о Лондоне, но и о других крупных решениях. От многого мы отказались, многое поменяли, но после этого почувствовали свободу, потому что стало понятнее, и хаоса стало меньше. Какова в целом сейчас миссия OneFit? Вы уже писали? Миссия, стратегия. Да, миссия OneFit. Можете хоть по-английски, хоть по-русски. Да, наша миссия — это сделать здоровый образ жизни доступным для каждого человека.
Мы не называем это здоровый образ жизни, а говорим фитнес, чтобы всем было понятно. А есть ли у вас идеи добавить новые направления спорта, кроме фитнеса? Дартс, теннис. Да, есть. Насколько я знаю, у OneFit есть бассейны, обожаю плавать, и это большое преимущество. В какой-то момент ты хочешь посетить фитнес-зал, но понимаешь, что там нет бассейна. Ты думаешь, я беру абонемент на год, а в нем нет бассейна. Преимущество OneFit в том, что вы можете и в спортзал сходить, и поплавать. Почему я затронул Европу? Сейчас мы открываем собственный венчурный фонд в Испании. Поэтому в основном находимся в Испании, в Мадриде. Там большое сообщество строится вокруг Да, есть. падель тенниса, большого тенниса, и вокруг этого создаются многие стартапы. Есть ли у вас идеи включить игровые виды спорта в такое крупное приложение, как OneFit? Например, футбол. Да, такое есть. У нас сейчас уже есть волейбол, он не сильно отличается по функционалу, но люди могут записаться и посетить. Также по поводу тенниса, падель-теннис, он хорошо развит в Малайзии, и там у нас работает отдельная команда, которая разрабатывает функционал именно под него. Потому что там есть такая необходимость. Да, там необходимо, да, у нас такой необходимости нет. В Малайзии была такая необходимость, и в связи с этим сейчас там разрабатывается новый продукт. А в скольких государствах сейчас есть OneFit? Есть в 6 странах: в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Малайзии, Дубае и Мексике. Очень разные рынки. Мексика, Малайзия. Мексика, Малайзия. Но у нас топ-менеджмент разделен на 3 направления, и каждый взял по одному направлению. Кто-то взял Восточную Азию, даже 4 направления. 4-е — это мы, Средняя Азия плюс Азербайджан. Есть отдельная команда, которая управляет процессами в каждом регионе. Это команда в Юго-Восточной Азии, команда, отвечающая за регион MENA, и команда, ответственная за Латинскую Америку. Вау, вау. Мексика — это совсем другой рынок. Как идет работа там? Что происходит? Как происходит? Мексика началась хорошо. Мы начали в августе. $100 тысяч дохода с первого месяца. Самый успешный запуск в истории OneFit. О каком городе Мексики? В Мехико? Нет, Гвадалахара. Поскольку Мехико большой, очень большой. Мы начали с Гвадалахары. Но теперь медленно выходим в Мехико. Когда вы выходите на новый рынок в Казахстане, вы вначале проходили сами, своими ногами, сами договаривались, а потом уже органически росли. Но как это происходит в Мексике, Малайзии? Вы также ходите и сами объяснете ваш продукт. Нет, там немного легче, потому что есть похожие решения, похожие стартапы, и залы уже знают механику. Когда мы приезжаем в новую страну, сначала набираем команду бизнес-развития из той же страны, и вместе с ними подключаем новые залы. Они уже понимают принципы работы, мы еще раз их объясняем и начинаем потихоньку подключать. А разработка все так же в Казахстане? Но при открытии филиала в новой стране кого вы набираете с вами обычно? Бизнес-развитие, маркетинговая команда? Отдел продаж, местная служба поддержки и маркетинговая команда. Но теперь мы также добавляем по одному разработчику в каждый регион. А для чего это? Обычно это местные разработчики, которые понимают местный рынок, его особенности и менталитет. Туда приходит новая команда топ-менеджмента, которая подсказывает, что маркетинг там работает не так, как в Казахстане, и объясняет, как его правильно вести. Чтобы не отправлять запросы в команду в Казахстан и не терять время, мы нанимаем разработчиков на месте, которые быстро проверяют новые гипотезы и определяют, рабочие ли они. Если гипотеза не рабочая, мы ищем наиболее эффективные способы роста. Хорошо, теперь отсюда возникает один вопрос. Например, когда вы едете в новое государство, вам требуются новые средства и инвестиции. Насколько я знаю, ваши инвесторы — это TMT Investments и эстонский фонд, название которого я забыл. Но какой у вас был подход к привлечению инвестиций? В самом начале у вас были собственные вложения, а сколько инвестиций вы привлекли из других фондов? Можно без цифр. Нет, можем и с цифрами. Мы получили от фонда TMT $500 тысяч. Вы тогда функционировали только в Казахстане? Мы тогда вышли из Казахстана в Узбекистан, Россию. Примерно осенью 2021 года мы вышли на рынок России. И в течение года мы разговаривали с ТМТ. Они тогда не инвестировали в стартапы из СНГ. Но мы каждый месяц давали им обновленную информацию по нашему прогрессу, советовались с ними. Через год они увидели наш рост и вложились в нас. В то время мы были в Казахстане, в России,
собирались выйти на рынки Узбекистана и Кыргызстана. Это еще было только в мыслях, потому что мы тогда вышли на рынок России, где и познакомились с представителями ТМТ. Мы исследовали рынок России и познакомились с ними через общих знакомых. До заключения с ними договора они хвалили наши показатели в Казахстане, и мы продолжали поддерживать с ними связь. Мы начали вести бизнес в России, и каждый месяц встречались с ними, рассказывали, показывали, что у нас происходит, делились планами. Они обсуждали со своим головным офисом возможности инвестирования. В какой-то момент они решили, что у нас хорошо идет работа, и решили инвестировать в нас. Они спросили, сколько нам нужно денег, и оценили нас в $10 миллионов. Это было в 2022 году, в 2021 году, в конце 2021 года. Да, тогда инвесторы на казахстанском рынке давали нам куда более низкую оценку. Да, вначале дали 5 миллионов, потом сбросили до 3-4 миллионов. Мы тогда начали там параллельно вести переговоры с другими фондами, они начали ставить нам КПИ и разные условия. Только если мы их достигнем, они дадут нам более высокую оценку. В тот период мы выросли как фаундеры еще на одну ступень и набрались опыта в переговорах. Мы научились, как общаться с инвесторами, поняли, что выгодно для нас, а что для нас неэффективно. Поняли, что иногда не следует соглашаться? Хорошо, TMT сделал первые инвестиции по оценке 10 миллионов. Потом вы получили еще инвестиции в 2023 году, в конце 2022 года. Да, при выезде в Лондон был второй раунд. $500 тысяч по оценке 40 миллионов? $1,5 миллиона. На тот момент было 3 разных инвестора. ТМТ, второй эстонский, а третий там это у нас собрался синдикат. Синдикат Digital Nomads. Кто-то был из Digital Nomads, наверное, но не все, теперь ведь есть отдельный синдикат Digital Nomads. Это в основном были наши друзья, мои студенты, которые уже закончили учебу, работают в языке Кософэнг. Мы собрали их всех вместе в один чат и собрали, наверное, около $400 тысяч. Это получилось так, что наши друзья, семья постоянно спрашивали, как развивается наш проект, спрашивали, могут ли они инвестировать в нас. И все эти просьбы привели к этому. К тому же, несмотря на то, что они очень маленькие инвесторы, мы можем всегда спросить у них совета. Получить доступ к экспертам, если были какие-то вопросы. На самом деле, гениальное решение, потому что синдикаты лучше ангелов-инвесторов в том плане, что IT-специалисты лучше вас понимают, могут подсказать те или иные тренды или помочь связями, могут сказать: ребята, если вы хотите, чтобы ваш стартап развивался дальше, говорите. Вы получили инвестиции, отправились в Лондон, а в Малайзию, Мексику вы полетели на внутренние средства компании или инвестиции. Нет, полностью внутренние финансы. В основном внутренние финансы. То есть сейчас у вас есть возможность самостоятельно выйти на почти любые рынки, не считая таких крупных, как США. Можно так сказать. Да, мы можем, но главное не сразу на много рынков одновременно. Маркетинг дорогой. Да, к примеру, Колумбию, Бразилию, Таиланд, Турцию мы не можем подключить одновременно, не завися от инвестиций. Это ведь также зависит от вашей стратегии. Хотите ли вы быстро расти? Ведь некоторые стартапы думают, нам нужно как можно быстрее достичь статуса единорога, и проводят много раундов инвестиций. У вас, похоже, уже нет такой острой необходимости в больших инвестициях, верно? Наш подход больше ориентирован на ежемесячный и годовой доход компании. Степ-бай-степ. Да, одна из главных причин выхода на зарубежные рынки — это то, что Центральная Азия не интересует многих иностранных инвесторов. Во-вторых, таким образом мы создаем небольшую диверсификацию дохода. Теперь, если в нашем регионе из-за политических обстоятельств ситуация осложнится, у нас будут другие рынки, такие как Малайзия, Мексика и другие. В-третьих, выходя на новые рынки, мы увеличиваем капитализацию общего холдинга, повышая доходы на этих рынках. Именно для этого мы ставили большие цели на новой стратегической сессии. Одна из таких целей — запуститься в 20 странах в течение следующих 5 лет. И достичь 1 миллиона активных пользователей за следующие 5 лет, не считая пользователей в Казахстане и Центральной Азии. Вау, удачи вам. Как я понял, в целом слушателям я должен сказать, нет одного готового рецепта, формулы успеха. Надо всегда хладнокровно принимать решения и трудиться. Здесь без труда ничего бы не получилось.
Трудиться, начиная со школы, будь то IT, твоя профессия, предмет. В общем, то, что я вижу, это только труд и спокойные, неимпульсивные решения. В общем, я хочу пожелать в следующем году, чтобы мы все больше работали. Я патриот Казахстана в целом, но мы, честно говоря, немного отстаем. Даже отсутствие иностранных инвесторов, в общем, говорит об отсутствии у нас имиджа, бренда. Бренда страны, как у японцев, к примеру. В общем, давайте будем работать. Теперь, если у вас есть что сказать молодому поколению, молодым стартаперам, молодым студентам, Да, думаю, то, что я скажу молодежи, в основе всего упорный труд. Еще хотел бы добавить, что лучше не начинать стартап сразу после университета. Если есть сильные стартапы, то лучше пойти работать к ним, увидеть, как они работают, выстраивают свои процессы внутри. Можно взять такой опыт, а потом что-то сделать. И если вы хотите построить стартап, это нелегкий, очень трудный путь, и нужно быть готовым идти по этому пути около 10 лет. Это то, что я хочу сказать. Я бы добавил, глаза боятся, руки делают. Надо просто делать. Как говорят Just Do It. Просто пришла идея. Надо ее сделать. Результат уже со временем показывает себя. Во-вторых, это люди вокруг вас. Когда мы создавали наш стартап, это потому что мы хотели строить его с этими людьми. То есть если вы собрались с фаундерами, важно, с кем вы хотите строить стартап, работать дальше, это очень важно. Третья вещь, если ты IT-специалист, ты должен развиваться в сфере IT, а не уходить в медицину или куда-то еще. Это важно. И что бы я здесь добавил еще, не оставайтесь просто программистами, там учитесь маркетингу, продажам, мягким навыкам, это все важно развивать. Потому что это все нужно, если ты хочешь быть стартапером. согласен, это нужно всем на рынке труда, стартапов. Я думаю, что наше сегодняшнее интервью с подкастом получилось замечательным, потому что это был очень искренний разговор, без пафоса. Спасибо вам, Оскар, Меир, спасибо вам. Друзья, хочу отметить, что цель нашего подкаста — это чтобы его увидело молодое, подрастающее поколение. И увидели, что простые уроженцы Восточно-Казахстанской области, Шымкента, Талдыкоргана, не пришли на все готовое, успех не упал на них с неба, а шаг за шагом с помощью упорного труда пришли к тому, что имеют, чтобы в Казахстане было больше мотивирующих, вдохновляющих историй. Пусть в следующем году у нас будет много вдохновляющей молодежи. Оставляйте в комментариях, кого бы вы хотели видеть нашим следующим гостем, и мы постараемся пригласить его или ее.